Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас праз сацыяльныя сеткі. Мы ў жывым эфіры, і гэты стрым прысвечаны сумнаму досведу мінскай назіральніцы, якую раніцай 6 жніўня выгналі з выбарчага участка. У нашай студыі Ганна Сусіна. Прывітанне, Ганна. Прывітанне. Ганна, першае маё пытанне да вас такое. Вы працуеце ў IT. Вы чалавек, як мне падаецца, больш-менш далёкі ад палітыкі, прынамсі, да апошняга часу. Як вы вырашылі, што вось сёлета трэба пайсці ў назіральнікі? Як гэта адбылося? Я адразу прашу выбачэння, што буду па-руску, бо мне так значительно проще. Да, нічога страшного. Галоўнае, каб вы маглі добра выявіць свае думкі. На якой мове? Ну, все вывучым беларускую мову ў наступным годзе. Так. Застаецца ранейшым. Як вы прыйшлі ў назіральнікі? Ну, до этого года я действительно была более не менее... Это сейчас уже не модно говорить в нашей стране аполитичной. Вот. Ну, то есть мне было достаточно комфортно, мне жилось хорошо, я нормально зарабатывала, мой муж нормально зарабатывал, у нас, в принципе, были все блага, мы могли путешествовать, нам хватало на еду и так далее. Вот. Но в этом году нас очень сильно, как и многих других людей, триггернул коронавирус на самом деле. Та ситуация, которая происходила, к сожалению, некоторых наших знакомых и даже родственников моего мужа она не обошла стороной в негативном смысле. Вот. И когда ты просто видишь ситуацию вокруг, когда твои знакомые умирают, а тебе говорят, что, извините, психоз. Вот. Но тогда закрались сомнения, что показалось, что что-то здесь все-таки не так. Я просто на таком бытовом уровне начала думать, окей, нам говорят, вот лишь бы не было войны, а какая война, о чем вообще речь? То есть реальная угроза, которая, в принципе, была за эти 26 лет, прям такая действительно реальная угроза, вот она вот была в этом году. Огромному количеству жизней и здоровья, огромное количество людей. Вот. И с этой угрозой, к сожалению, наше государство не справилось. Поэтому я просто поняла, что, окей, мои базовые потребности по пирамиде Маслоу закрыты. Самая базовая там потребность в еде, во сне, а вторая буквально ступенька, это потребность в защите, она не закрыта. И я уже себя некомфортно чувствую в этой стране. А потом все пошло как снежный ком. Я начала чуть больше интересоваться. Больше скажу, 24 мая у меня день рождения, 24 мая даже не знала дату выборов. Я начала интересоваться, начала читать какие-то, не знаю, группы в Фейсбуке, посты моих друзей, репосты, и я просто начала офигевать, если можно так выразиться, от того, что вообще происходит. И решила, что я могу сделать? Я могу репостить, могу попробовать выдвинуть свою кандидатуру в комиссию, но тогда еще мы слишком сильно с мужем боялись коронавируса. Возможно, не собрались, возможно, были не готовы, но когда началась эта движуха с наблюдателями, все-таки решили, что нет, пожалуй, пора что-то делать. Честно, не ожидали нас оказаться на острие атаки совершенно. Мы думали, мы будем просто сидеть, считать, скучать, а здесь получилось вот как получилось. То бок, вот такое у вас было уяўленне пра назіранне, я не ведаю, як пра тыдзень у санаторыі, да? Не совсем. Распавядзіце, калі ласка, на што вы разлічвалі? Вось як бы вы думалі, гэта будзе? Мы думали, что мы придем, сядем, будем считать явку, возможно, будем фиксировать какие-то небольшие нарушения, щель, например, какая-то больше, чем нужно в ящике для голосования, где-то там, какие-то вот визуальные, возможно, нарушения, возможно, я не знаю, на самом деле, что-то совсем небольшое. Мы даже не ожидали, что нам вообще туда не дадут зайти. Мы не ожидали, что, придя с элементарными вопросами, в первую очередь для того, чтобы познакомиться, на самом деле как бы под предлогом задать элементарные вопросы, типа, а сколько же вообще у нас избирателей на участке, на нас просто начнут с порога орать. Мы такого просто не ожидали. Мы шли познакомиться, мы уже были знакомы с председателем комиссии, мы хотели узнать, кто зампредседателя, кто секретарь, потому что 3 человека, к которым мы имеем право обращаться, к остальным людям уже могут возникнуть вопросы у комиссии. Но просто при попытке сказать «здравствуйте», а мы к вам, нас просто перебили и начали нас кричать. Это калі было? Гэта яшчэ было да выбораў? Да, это было за день до начала голосования, с 17 до 19 часы работы приемной комиссии, в которой любой человек может прийти, задать свои вопросы. И мы, как аккредитованные наблюдатели, решили этой возможностью воспользоваться.
Вот, но, к сожалению, получили вот такой ответ. Бок нейкім чынам абсалютна са старта на вас вы прыйшлі з пазітыўным як бы пасылам, да, месседжам, але нейкім чынам са старта была такая негатыўная рэакцыя. Як вы думаеце, чаму? Мне здаецца, што не таму, што гэта там, можа, дрэнныя людзі ў камісіях, можа, іх так настроіла вся гэтая сістэма. Да, мы очень долго с мужем размышляли, на самом деле, на эту тему, потому что, когда мы пришли первый раз подаваться на аккредитацию, он достаточно просто прошел аккредитацию, да, там были вопросы, нас там просили не подходить к столу, но мы просто сами не до конца понимали весь процесс, мы не читали на тот момент методичку, законы, мы немножко не разбирались в этом, но муж прошел запросто аккредитацию, у меня были вопросы. У меня одна подпись была с человеком не из моего района, и он даже написал свой адрес, и как бы начали придираться. Председатель комиссии немножечко начала волноваться по этому поводу, что как бы так нельзя. Я говорю, что вроде так можно, вроде другие люди делают. Начала звонить, узнавать по своим каким-то каналам. Вроде как проявляла даже участие и вела себя достаточно вежливо и хорошо. И я даже пришла и написала в нашем чате, блин, нормальная женщина на самом деле. То есть человек как человек. Это может быть, там, не знаю, моя сестра, соседка или подруга. Вот. И мы с мужем буквально недавно признались, что шли вот в этот первый день с посылом, что вот мы скажем им здравствуйте, как бы, ребята, мы вам не враги. У нас нету плана, цели, там, не знаю, мы не получим премию за то, что напишем на вас там 30 жалоб. Вот. То есть мы пришли наблюдать, мы будем совершенно счастливы, если мы не найдем ни одной жалобы на этом участке. Мы просто не найдем, ничего на нас не напишем, мы придем и всем нашим знакомым расскажем, что на нашем участке было честно. Мы будем супер счастливы, потому что мы верим в людей, мы верим в презумпцию невиновности. Но с порога мы получили вот такое. И, естественно, как бы очень долго размышляли, почему так. Но с моей точки зрения, может быть такая ситуация, что человека действительно заставляют писать такие числа, которые она пишет. Ей самой в этой ситуации неяк непрыемна знаходзіцца, некомфортно, и любой раздражняльник сбоку, и он, ну, отповедно, господи, да, отшапитесь. Она просто знает, что она в любом случае будет менять эти цифры, и что они абсолютно, даже ну, это нельзя будет списать на статистическую погрешность даже. То есть они не 5%, не 10%, которые мы могли не заметить. Это в 3-4 раза превышение того, что мы видим своими глазами. Вот. Она прекрасно понимает, что ей в любом случае придется это делать. Это просто защитная реакция. И если на первых порах она на нас кричала, то сегодня она просто от меня бегала. Я бегала за ней с диктофоном и пыталась сказать ей, какие права она нарушает, какие законы, какие статьи она нарушает, вот, и что я собираюсь по этому поводу делать. Вот, она бегала от своего кабинета в комнату охраны туда-сюда, и я бегала за ней. Вот, ну, можна пару словаў пра ваш участак. Гэта 15-й участак у цэнтральным раёне Мінска. Гэта, я так разумею, недзе там другое кольцо, вуліца Гая. Так? Гэта участак у школе? Што там увогуле? В нашей школе 2 участка, 14 и 15. Вот. Участки в данный момент находятся внутри кабинетов для досрочного голосования. В день выборов непосредственно они будут в холле. Просто, насколько я поняла, будет открываться 2 входа с разных сторон школы. У вас у камісіях гэта настаўнікі? Ці ёсць звесткі нейкія пра тое, хто гэтыя людзі? Мы пытались искать на сайте школы этих людей. Кстати, вчера я попробовала зайти на сайт школы, и что-то вообще не вижу сотрудников. Возможно, я просто плохо искала. Вот. Нашли почти всю комиссию на сайте школы. Есть небольшая статистика по этому поводу. Более того, мы наблюдали за наблюдателями в первый день, когда нам еще разрешили оставаться внутри школы, в коридоре, в вакантном месте около женского туалета. Вот. Мы наблюдали за наблюдателями, к ним в это время приходили какие-то люди с детьми, решали какие-то вопросы с ними по учебе, насколько я поняла. Одна наблюдательница даже вышла в коридор и открыла какой-то кабинет своим ключом. Ну, то есть это тоже учителя, насколько я поняла. Пераб'ю вас, вось пишуць у каментары Алексей, які таксама назірае з вами на тым участку. Ну, прыадкрыем таямніцу, Ганна не адна пайшла, а з мужам яны... Хаця мне здаецца, што ўжо прагучала гэта падчас эфіра. Да? Вось, Алексей пишет, что с 13 человек 11 гэта настаўнікі, ну, я думаю, может, не настаўнікі, але і адміністрацыя той навучальнай установы. Карацей, тыповы карпаратыўны выбарчы участак у Мінску, дзе ўся камісія сабраная з адной структуры, у дадзеным выпадку гэта
школа ці там гімназія, так, у якой все гэта Школа. адбываецца, школа. Вось, і яны, натуральна, знаёмыя адно з адным, падтрымліваюць аднаго і Более сваімі того, ключамі адкрываюць там іншыя кабінеты. Да? более того, правила иерархической структуры, то есть председатель комиссии, начальница, ну, вот это вот правило для них тоже работает. Я не помню, кто, но, по-моему, завуч по воспитательной работе или что-то такое. Карацей, ад самага пачатку яны былі там не радыя вас бачыць, як мы думаем, таму што яны не хацелі б, каб нехта бачыў з іх тыя парушэнні, якія яны, ну, магчыма, вымушаныя будуць зрабіць. Што было далей? У першы дзень вас пусцілі ў школу, але не пусцілі, я так разумею, у само памяшканне, дзе стаіць урна выбарчая і ну, кабинка для голосования. Так, что было далее? Совершенно верно. Мы пришли, Что сделали вы? Мы пришли, убедились, как минимум убедились в том, что там есть наблюдатели, попытались запомнить их в лицо, чтобы на случай, если они покинут помещение, быстренько занять их место. Вот. Мы сели в коридоре школы и начали наблюдать. Коридор, и оттуда вас не гоняли, бо есть выпадки... Гоняли, хорошо. Наша председатель комиссии очень много раз пыталась нас выгнать оттуда, причем пыталась попросить людей, сотрудников школы, сотрудников охраны, чтобы они нас выгнали, но как бы... Але вы трымались, да, трымали оборону. Да, но, в общем-то, не имели основания, по сути, как бы для таких действий люди, и, ну, мы оставались там, где мы оставались. Мы, конечно, вот. Мы з вами з усмешкай такой про гэта ўсё зараз размаўляем, але насамрэч тое, што агучвае Ганна, яе досвед, гэта абсалютна нейкая дзікасць. Гэта, я нагадаю, на ўсялякі выпадак, можа, хто падключыўся толькі зараз, мы размаўляем пра выбары прэзідэнта у краіне ў цэнтры Еўропы. Вось. І назіральніца апісвае, як яна сидела ў калідоры школы, каб ўсё ж таки пабачыць, што адбывалася на участку, як яе спрабавалі выгнаць і оттуда. Далей, что было далее? Распавядайте. Окей. Ну да, очень интересная была история, когда к моему мужу подошли, я просто отъехала на некоторое время купить стульчики из Юска. Ага, вот. Был такой момент, так? Да, и к моему мужу подошел администратор и сказал: а что это вы тут делаете? Он говорит: я здесь наблюдаю, а вы в курсе, что это школа? А вы сидите около женского туалета, а здесь ходят дети, а мало ли что. На что мой муж сказал: а что? Она говорит: а ничего. В общем, муж очень долго с ней общался, девушка была на самом деле крайне вежлива. Вот, ну, она просто в итоге ушла, потому что ничего не смогла предъявить. Вот сустрэліся два інтэлігентных чалавека і паспрабавалі, як бы гэта сказаць, высветліць адносіны, нічым гэта не скончылася. Да. Стульчики из Юска, мне здаецца, вы зможаце пасля паказаць сваім унукам. Яны запытаюцца у вас: ну, бабуля, і што ты рабіла ў 2020 годзе, калі былі тыя выбары? Да, ты такая, вось, сядзела на гэтым стульчике з Юска. І всю гісторыю далей. Слухайце, ну пакуль што тое, што вы распавядаеце, гэта, канешне, дзіка, але дзе тут падставы дзеля таго, каб пазбаўляць вас акрэдытацыі? Бо, спойлер, сёння раніцай, 6 жніўня, Ганна прыйшла на участак, і там ёй уручылі дакументы пра тое, што больш яна на гэтым участку не назіральнік. Што было далей і як разгортваліся падзеі? Дальше. Окей. Мы весь день считали, насчитали приблизительно 23 человека. Ну, конечно, снова же, я говорю про статистическую погрешность. Возможно, мы кого-то не досчитали, возможно, кто-то из членов комиссии голосовал. Вот. Были какие-то люди, которые просто заходили в кабинет, мы не могли, мы просто не видели урну, в принципе. Мы видели, что люди заходили и выходили. Многие из них были с паспортом, мы предполагали, что все-таки, наверное, голосовали. Так что, возможно, даже в эти 23 человека лишние люди вошли, потому что мы не видели сам факт голосования. А к вечеру мы решили воспользоваться своим законным правом по статье 13 Избирательного кодекса Республики Беларусь и ознакомиться с протоколом за первый день досрочного голосования, а также сделать его копию своими силами, то есть сфотографировать. И тут-то начались проблемы, да? Вот. Честно говоря, у меня даже мысли не было о том, что нам не дадут это сделать. То
То есть мы думали, что окей, ребят, вы нас не пустили, вы, возможно, там что-то свое делаете, возможно, где-то там возможно, во время обеда, может быть, нет, я не знаю, куда вы это делаете. Мы что-то там сидим под дверью, мы что-то считаем, а в конце мы там сверяем цифры, уходим с вами тихо, мирно, полюбовно. Но что-то пошло не так, и примерно в 18:40, там, минут за 20 до закрытия, до окончания рабочего дня комиссии, я решила поинтересоваться у председателя, чтобы не отвлекать ее прям в самый-самый конец, когда там совсем у них прям подсчет идет и все остальное, чтобы там... Решила заранее поинтересоваться, когда же все-таки я смогу подойти, и чтобы это все сделать более не менее организованно, сфотографировать, ознакомиться и так далее. На что мне сказали: "Да вы вообще кто? То есть почему вы спрашиваете? Кто вы такая? Вы наблюдатель? Вы вообще здесь не наблюдатель. Наблюдатели вон 3 сидят". На мое я как бы аккредитованный наблюдатель. С момента аккредитации она продолжала гнуть свою линию, что ничего не знаю. До свидания. Я сказала: "Окей, хорошо, статья там не помню какая. Честно говоря, пойду уточню. Через пару минут вернусь". Я уточнила, вернулась, сообщила ей, какую же статью, на основе какой статьи она обязана вывесить копию протокола, а я обязана сделать копию протокола. Она сказала: "Окей, я знаю". И в этот момент внезапно начали чинить дверь, которая до этого была открыта. А прычым тут дзверы ўвогуле былі? Гэта на дзвярах трэба вывешваць копію протакола ці... Начали чинить ці гэта дверь. просто зачинили дзверы на Да. участок? Пришел человек и начал громко чинить дверь. То есть у них там что-то происходило, а мы этого не видеть, не слышать не могли, потому что в это время почему-то чинили дверь за 5 минут до закрытия окончания. Вот. Мы с мужем подошли к двери вплотную, чтобы хоть что-то увидеть. Мы видели, что там что-то происходит. Что там происходит, мы понятия не имели. После этого мы видели сквозь муж попросил этого человека, спросил меня, что вы здесь делаете. Вообще он предупредил, что он ведет аудиозапись. Этот человек очень быстренько ретировался в кабинет, и мы все-таки смогли через приоткрытые двери увидеть окончание всего того, что там происходило. Там запечатывали ящики, заклеивали их бумагой, в общем-то, по протоколу они все делали. И после того, как они это сделали, они очень быстро выбежали из кабинета, закрыли дверь и ушли. Просто вот с какой-то суперскоростью, спринтерской, просто покинули помещение. И на наши, извините, пожалуйста, мы хотим как бы сделать копию, они просто вообще ничего нам не ответили. И с нашими словами им в спину мы будем жаловаться в прокуратуру, они убежали. И мы просто взяли с моим мужем... Это так скончыўся першы дзень, правильно? Вот. Першы дзень датэрміновага галасавання скончыўся вось так. И вы не смогли сфотографовать? Не смогли. Но мы пришли домой, и мы посмотрели телеграм и все поняли. Мы поняли, что мы насчитали 23, как бы другие люди насчитывали 30-40, а там пишут по 120, и мы примерно представляли, что где-то вот такие вот цифры у нас и будут. Возможно, немножечко меньше, потому что у нас старый район, достаточно низкоэтажная застройка, поэтому у нас, в принципе, избирателей в районе меньше. Так, сапраўды, тое, што мы бачым па справаздачах назіральнікаў, тых, каму ўсё ж таки пашанцавала сфотаграфаваць гэтыя пратаколы, перавышэнне ў 2, у 3, у 4 разы. Гэта адрозніваюцца тая колькасць выбаршчыкаў, якіх налічылі назіральнікі, ад той колькасці выбаршчыкаў, якія прагаласавалі па меркаванні выбарчай камісіі. І у мяне ёсць нават магчымае тлумачэнне таго, што адбывалася за дзвярыма, пакуль быў шум. Ёсць такі момант, калі ідзе справаздача наверх туды ў тэрытарыяльную камісію, яна адбываецца па тэлефоне, і з іншых участкаў ёсць сведчанні людзей, якія кажуць, што каб назіральнікі, нават дапушчаныя афіцыйна, нічога не чулі, у гэты момант, напрыклад, сябры камісіі пачынаюць тупаць нагамі, перабіраць паперы нейкім чынам гучна, камячыць іх, каб проста нават не пачулі вось гэтыя людзі лішнія на участку тое, што туды наверх агучваецца гэтыя лічбы. І пратаколы натуральна фатаграфаваць не даюць. Што ж, пакуль што мы маем такую карціну канфліктную, але тым не менш вы працягваеце назіраць на канец першага дня назірання. Пачынаецца другі дзень. Што далей? Во второй день, к сожалению, мой муж не смог присутствовать при наблюдении, он немножко на стрессе приболел, скажем так. Я пошла одна. И вы пошли одна, так. Да, тоже у меня было
очень странное состояние физическое. Я очень мало спала, потому что я полночи читала законы, делала себе выписки, какие-то выдержки по всем тем вопросам, которые у нас произошли с комиссией сегодня, моделировала ситуации и пыталась подкрепить свои возможные слова комиссии какими-то другими законами и выдержками из них. Готовила формы жалоб, чтобы чуть что я сразу могла их заполнить и дать. Вот. Ну и получилось лечь только в 3 ночи, и, в общем, еще час, наверное, вращалась вокруг своей оси в попытках заснуть. Пыталась Вот. заснуть. Мало поспала, короче, и пришла такая... Я не знала, что мне делать. То есть я ожидала, что у меня может случиться срыв, просто срыв. Вот. Я зашла в комиссию, спросила, могу ли я ознакомиться с протоколом. Мне сказали, дождитесь 10 утра, и, пожалуйста, да, конечно. Протокол висел внутри помещения непосредственно помещение для выборов, для досрочного голосования. Он висел на доске. Ну, то есть, в принципе, по этому постановлению, которое на самом деле гораздо ниже, чем избирательный кодекс в иерархии документов, я, в общем-то, вроде как не могу находиться в этом помещении. Вот. То есть они на него все время ссылаются, і вот, как бы, Ну, вось гэтая пастанова, паводле якой толькі 3 назіральнікі могуць прысутнічаць у канкрэтны момант на выбарчым участку, праз быццам бы складаную эпідэміялагічную сітуацыю ў Беларусі, хаця з іншых крыніцаў вельмі, як бы гэта сказаць, председатель комиссии ни разу не надела маску, ни разу не видела ее в маске. Вот это такая, такие гегельянство такое, да, узаемопраникнение супрацьлегласцю. З аднаго боку коронавірус пераможаны, можна хадзіць без маски, з іншага боку назіральнікі, калі ласка, толькі 3, і ўсе астатнія да пабачэння, не просто да пабачэння, а у калідор са школы увогуле. Мы падыходзім, мне здаецца, да ключавога эпізода. Спробы сфотаграфаваць протокол у другі дзень назірання. Мне сказали, пожалуйста, да, можете ознакомиться после 10. Я зашла после 10, там 10, там 05 где-то. Председатель вышла, была секретарь, была зампредседателя комиссии и еще какие-то люди. На меня я попросила, мне сказали, да, конечно, зайдите, вам разрешила председатель, зайдите, ознакомьтесь. Я зашла и сказала, что я хочу сделать фотокопию, мне нужно для отчета. Мне сказали, с какого... По какому праву? Я говорю, по праву избирательного кодекса, статья 13. Кто забаранял вам, коли старшини комиссии там не было? Да, это интересный вопрос. Совершенно правильный вопрос. Девушка очень громко и агрессивно начала пытаться мне запретить это сделать. Я поинтересовалась у нее, извините, пожалуйста, я так понимаю, вы заместитель председателя комиссии? Можете... Правильно я понимаю? Он сказал, нет, говорит, я наблюдатель. Девушка второй день подряд со мной ругалась, и в первый день пыталась лишить меня аккредитации. На секундочку. Угрожала мне. Іншая назіральніца, нейкая з тых, хто по графіку прыйшоў на участак, да, яна вырашыла уступіць у нейкі канфлікт. Я так разумею, што калі сябры вы зойдзеце на сайт Еўрарадыё, там наш эфір праанансаваны спробай Ганны сфотаграфаваць протокол і рукой гэтай назіральніцы, да, кавалкам галавы, якая спрабуе гэты протокол закрыць, спрабуе гэта зрабіць паспяхова. Ганна, я так разумею, што вы дагэтуль не ведаеце, да, колькі людзей ўсё ж таки запісала? Ведаеце. Мне разрешили ознакомиться, но не поглядеть можно, а сфотографовать нельзя. Да, ясно. Да. То есть я увидела 81. А налічили 23. Вот так. Ну, але сфотографовать нельзя, так? Да, после этого пришла председатель комиссии, я несколько раз повторила, зачитала, процитировала отрывок из статьи 13, исходя из которого я могу это сделать, имею полное право это сделать. Но она сказала, я председатель комиссии, и я вам запрещаю. Я говорю, ваш голос, он не стоит, в иерархии законодательных документов стоит значительно ниже, чем, извините меня, избирательный кодекс. То есть вы не имеете права мне ничего запрещать. Это мое право. По-свойму трактуе выбарчы кодекс, як ёй выгодна, да, і я так разумею, што праблема ў тым, што яна не лічыла, што вы з'яўляецеся назіральніцай. Вось у нас 3 назіральнікі сядзяць, а ўсе астатнія, не гледзячы на тое, што яны акрэдытаваныя назіральнікі,
ну, ніякіх правоў не маюць, таму што вось у дадзены канкрэтны момант у этой школе мы іх у лік 3 назіральнікаў не прызначылі, так, і таму ніякіх правоў, прабачце. Не совсем. Так она Так, считала в первый день. ага, Так она считала в первый день, во второй день мы пришли и зацитировали ей статью, я уже не помню какого кодекса, ну ладно, да. избирательного, вероятно. Мгм. Вот, вроде как тоже 13-ю, о том, что мы являемся мы вступаем в Правильно. права с момента аккредитации наблюдателей, все наблюдатели. А это постановление, оно всего лишь ограничивает количество людей в одном помещении, да и то как бы незаконно. Мгм. Вот. Нет, у нее была другая позиция. Она считала, что она председатель комиссии, это вот ее личная территория, и то, что творится здесь, это как бы она вправе на своей личной территории запрещать любые как бы действия, которые с ее точки зрения считаются неправомерными. С ее точки зрения, не с точки зрения закона. Ганна, ну, нам паступаюць, дарэчы, вельмі вялікая колькасць каментароў паступае. Я так разумею, ад іншых назіральнікаў, ад тых, хто яшчэ не разумее, што адбываецца з гэтымі выбарамі і здзіўляецца так жа, як здзіўляліся вы, калі сутыкнуліся з гэтай канкрэтнай сітуацыяй. Ну, але вось адзін з апошніх каментароў, гэта ці можна выклікаць у такой сітуацыі міліцыю, зафіксаваць парушэнне выбарчага заканадаўства, пачаць магчымы адміністрацыйны працэс супраць вось гэтых людзей, да, якія выбарчае заканадаўства парушаюць. Бо ёсць там у адміністрацыйным кодексе артыкул як мінімум 1 звязаны з парушэннем выбарчага заканадаўства. Вось не было у вас такой думкі вось у гэты момант, калі вы даводзіце, што вось кодекс, вось артыкул, я маю права, паміж вамі і пратаколам просто становіцца іншы чалавек і кажа, не, вы не маеце права, да? Вось не было у вас думкі выклікаць міліцыю і нешта з гэтым зрабіць? Ну, во-первых, я не до конца разобралась все-таки, в чем заключается функция людей в милицейской форме, которые находятся на участке, но, насколько я поняла, все-таки они осуществляют функцию охраны. Вот, я в теории я могла бы, наверное, прийти к ним и там надавить на них, сказать им про закон о милиции, по-моему, 24 или 25 статья, что они обязаны мне помочь в таких случаях, если они при исполнении. Но я решила, ладно, окей. Что я делала? Я просто пришла к милиционеру, когда наш председатель попыталась к нему убежать. Он включил свою камеру, потому что он обязан делать это в конфликте. Я просто включила свой диктофон и наговорила то, что я считаю правильным. Он записал это на камеру, как минимум у меня уже такое свидетельство есть. Вот. И если вдруг придется разбираться, то где-то оно уже будет в истории сохранено. Это раз. Два, да, действительно. Совершенно верно. Мне сказал наш куратор, есть люди, которые поддерживают, которые знают немножечко больше, что мы имеем право вызвать 102. Да? Но мне сказали, что очень важно сказать, что это именно мы совершили вызов, чтобы потом не обернули это против нас. Вот. Как минимум вызвать 102 и зафиксировать несоответствие цифр просто за must. Это гораздо лучше и гораздо правильнее, чем ехать в РОВД. Ну, вы не выкликали никого, я так разумею. Мы не вызывали, да. С каждым днем мы знаем все больше и больше. Мы собираем и впитываем эту информацию, и у меня такое ощущение, что я смогу пойти поступать на юрфак после этих выборов. Ну, мне здаецца, конечно, что мы поздно пачалі рухацца, варушыцца, калі б мы ўсё гэта ведалі да пачатку кампаніі, да, магчыма. Хаця гэта спрэчная думка. Улады так добра падрыхтаваліся, так добра падмацаваліся заканадаўствам, да, што, магчыма, нават калі б мы ведалі ўсе артыкулы на памяць, на зубок, мы нічога ўсё роўна не змаглі б змяніць, таму што яны з усіх бакоў прыкрылі сябе. Але гэта было лірычнае адступленне. Я так разумею, што вось падчас гэтага канфлікта са спробамі сфотаграфаваць бюлетэнь вам і сказалі, што ваша назіральніцкая місія неўзабаве скончыцца. Да, мне так сказали, но до этого была попытка лишить аккредитации другую девушку, и мы напомнили председателю комиссии. Насколько я поняла, она тоже с нами вместе учит законы, когда мы ей про них говорим, потому что на следующий день, когда мы упоминаем в тех же случаях, она уже знает, что она не права. Вот. Я ей сказала, что вы понимаете, что как бы в своей роли наблюдателя, официально аккредитованного, я нахожусь до вашего заседания. То есть сейчас, в данный момент, я наблюдаю.
и делаю все, на что я имею право. Она мне ничего не ответила, но, в общем-то, попросила выйти на улицу. Вместе с охраной попросили меня выйти на улицу. Я не стала, на самом деле, сильно здесь как-то вступать в какой-то конфликт, потому что я знала, что как минимум я смогу фиксировать людей, которые входят и заходят, и как минимум есть другой наблюдатель, который сидит и наблюдает за другим участком, и мы сможем сделать вот эту вот сумму разницы и понять хотя бы приблизительный порядок. А если здесь идет такая фальсификация в 3-4 раза, да, то какая уже разница, там, я лишних 5 человек засчитаю или нет, или там 10, если нам умножают на 3, там, на 5. Вот. И наблюдала весь день на улице. На самом деле очень прекрасный опыт. Вчера была замечательная погода. Вокруг ходили просто невероятно замечательные люди, которые подходили, спрашивали о чем-то. Как бы я не имею права общаться, по закону не имею права общаться с избирателями, но они сами о чем-то говорили, я в основном кивала, улыбалась. Вот. Знакомый друг привез мне кофе попить. В общем, было здорово, на самом деле. Я сама слушала, о чем люди говорят. Позитивные. Что? В сумме ўражанне позитивное. Очень позитивные, да. Кто-то Так предлагал люди водички у нас перевести. неблагие, да? Очень прекрасно. Мне настолько вчера поднялось настроение. Девушка говорит, я такие кексы пеку замечательные, шоколадные. Давайте я вам привезу завтра. Это прям, вот знаете, вот так вот. Очень классно. Я считала людей, девчонка, 2 девушки считали людей на соседнем участке. В сумме я боюсь запутаться снова в своих цифрах, но порядки примерно такие. Я насчитала около 70 человек, выходящих из здания. Так, ну... Да. То есть до того, как меня выгнали, попросили удалиться, я насчитала 3 человек, которые проголосовали на моем участке, и девушка насчитала где-то около 10, по-моему, человек, проголосовавших на ее участке, потому что в самом начале, к самому открытию очень концентрированно идут люди пожилого возраста, чтобы вот этот вопрос закрыть, и все. То есть как бы движуха в начале дня и в конце дня, в середине там почти нет никого. Вот. Как бы и после этого я вышла на улицу и начала считать. Насчитала около 70 человек, из которых где-то, ну вот, около, получается, 30 с копейками это с другого участка, минус 10, там, 20 с копейками получается. С моего участка, возможно, все остальные, а может быть и нет, потому что, когда мы сидели там в первый день, было очень много людей, которые просто приходили по каким-то школьным делам, родители там какие-то, были люди с МЧС, например, которые смотрели что-то. Вот. Ну, то есть мне тяжело определить, если человек действительно пришел голосовать или он просто... Ну, докладную лічбу ў такіх умовах атрымаць немагчыма. Это абсолютно зразумела. Но, тем не менее, у меня получилось 70 человек, но самое интересное, что в итоге в конце второго дня все-таки вывесили протоколы на дверь уже, они внутри комиссии, и разрешили их сфотографировать. Спасибо им большое им на этом. Вероятно, подействовало, как бы, был вчера прецедент, как бы звонили, писали в избирательную комиссию, был получен официальный ответ, что действительно, да, аккредитованный наблюдатель имеет право ознакомиться и сделать копию. То есть это, сколько я поняла, это распространили все-таки по всем избирательным комиссиям участковым, и нам разрешили ознакомиться, сфотографировать. Так вот, в итоге суммарно на наших 2 участках была зафиксирована явка избирательными комиссиями в 321, что ли, человек? Где-то вот около того. Я насчитала 70. Ребята, где остальные 250? Я не понимаю. Ну, тут может быть, в принципе, 2 высновы. Першая про тое, што, магчыма, все ж таки беларускім айцішнікам грошы неяк плацяць не за тое, што яны нават лічыць людзей нармальна і правільна не ўмеюць, да, і адпаведна, ну, гэта нейкі фарс, да? Вось. А другое, гэта, канешне, тое, што ўсё ж таки нейкім штучным чынам гэтая яўка завышаецца, але ўлада робіць усё, каб даказаць гэта было немагчыма. Вось калі фіналізаваць всю гэтую гісторыю, з чым вы выходзіце, да, з яе. Вось сёння ўсё ж таки Ганну акрэдытацыі пазбавілі. Дзякуючы гэтаму яна можа знаходзіцца ў нашым эфіры і распавядаць свабодна
про тое, што адбылося, да, цяпер уже яе не звязваюць ніякія юрыдычныя там законныя акалічнасці з назіраннем і з той выбарчай камісіяй. Вось, ну але ці ёсць магчымасць паскардзіцца ў якія-небудзь установы, ці можна занесці што-небудзь цяпер у пракуратуру, да, з чым вы ўвогуле можете туды пайсці, які статус маюць вось вашыя назіранні, тое, што вы пабачылі, да? Як даказаць гэтую розніцу паміж вашымі падлікамі і тым, што напісана ў пратаколе? Ці ёсць якія-небудзь вынікі, ці могуць быць якія-небудзь вынікі, ці можа быць які-небудзь плён? Хороший вопрос. Если брать нарушение, именно нарушение, то я в любом случае написала жалобу. У меня есть аудиозаписи всех наших разговоров. Очень интересно. Вот, с членами комиссии, с некоторыми наблюдателями. И как минимум их я могу использовать в случае подтверждения, в случае необходимости подтверждения своих слов. Вот, у меня сейчас прям лежат в папке несколько жалоб. Например, жалоба на то, что мне не разрешили воспользоваться моим законным правом сделать копию. Вот, я пойду с ними в прокуратуру, я пойду с ними в ЦИК, я пойду с ними в ТИК по Центральному району. Я пыталась пойти с ними сегодня в участковый избирательный участок номер 15 по Центральному району, на что получила ответ: «А вы кто?» Как всегда. Где вы назирали, в принципе. То бок можна падаваць жалобу непасрэдна на участку, але у вас адмовіліся яе прымаць? Совершенно верно. Ну, можно подавать, но желательно подавать вообще сразу все инстанции, чтобы вот прям... Ну, у меня, собственно говоря, такая цель и была, подать сразу везде. Да, в участковой комиссии мою жалобу рассмотреть, даже принять отказались, потому что мне сказали: а где вы были вчера, почему вы не сделали этого вчера? Я говорю: вчера я была здесь, я вчера была аккредитованным наблюдателем, у меня есть вопросы по нарушению как бы законодательства, ущемлению меня в моих правах, вот, которые я вчера, в принципе, имела. Вот, у меня есть доказательства, я могу, имею право. Вот. Мне было категорически отказано, я записала снова же все на диктофон. В общем, вот. Ну, карацей, запісанае застаецца. Вы, ну, я так разумею, што, ну, натуральна, вы зараз патраціце нейкі час на тое, каб развесці гэтыя жалобы, скаргі па інстанцыях, ну, і, уласна кажучы, ўсё. Ну, нет, на самом деле не все. Я еще попытаюсь, я не знаю, что делать. Сейчас нужно уточнить, на самом деле, с юристами, имею ли я право сейчас, в данный момент, вызвать 102 все-таки и рассмотреть вопрос о несоответствиях, либо лучше будет все-таки написать в РОВД заявление. Ну, поехать туда ногами и просто сделать заявление о подлоге. Вот. Ну и в любом случае, либо то, либо другое я делать собираюсь. Возможно, я по вчерашнему случаю объединюсь с наблюдательницами второй комиссии, потому что у нас общий кейс, ну, получается, что я не могу ничего без их слов сказать, потому что мне важны их данные, которые они насчитали тоже. Ну, об этом я сейчас не поговорю. Вот. Ну, конечно, я не буду сидеть на месте. Я поэтому и к вам, собственно говоря, приехала, потому что я буду кричать вообще на всех углах, делать все, что я могу. Вот. Чтобы эта история как можно больше людей услышали. Я просто прекрасно понимаю, что моя история типовая, что таких ситуаций было огромное количество, но у меня есть, например, снова же аудиозаписи. Я с удовольствием поделюсь ими с любым человеком, который захочет их услышать, потому что имею право. Имею право их делать. Ну, насамрэч, такіх гісторый, вось менавіта як ваша, Ганна, яшчэ не так шмат. Усё ж такі не так шмат назіральнікаў яшчэ ад агульнай колькасці выдалена. Ну, то бок, да, усім не даюць назіраць, амаль усім. Да? Ёсць прэцэдэнты, калі назіральнікі трапляюць усё ж такі ў гэтае памяшканне з скрынямі, з кабінкамі, да? І ёсць нават у Беларусі прэцэдэнты, калі ну, 14 чалавек, умоўна кажучы, галасуе за дзень, да? То бок прыкладна на вось такіх адзінкавых участках падлікі назіральнікаў і падлікі камісій, колькасці прагаласаваўшых яны супадаюць. Але ў гэтым плане, у тым плане перашкодаў, якія чыняцца назіральнікам, сітуацыя, Ганны, тыповая. Яна не тыповая ў плане таго, што ўжо гэтая сітуацыя прыйшла да пэўнай коскі, нават да кропкі з коскай, і Ганну больш не пусцяць на участак найхутчэй, таму што акрэдытацыі назіральніка яе пазбавілі. Такіх выпадкаў, вось я зараз пагляджу,
у мяне недзе была такая статыстыка за мінулы не столькі тэлеграм-чатаў, просто жахлівая колькасць. Я, магчыма, ўжо 14 акрэдытаваных назіральнікаў было затрымана, 3 адпушчаны, 11 затрыманы, гэта толькі па затрыманых, да, ўсё ж такі па тых назіральніках, якіх просто пазбавілі акрэдытацыі, статыстыкі не бачу, толькі па затрыманых. Вось, але такія гісторыі будуць з'яўляцца бліжэйшым часам. Відавочна, да, што назіральнікаў будуць пазбаўляць акрэдытацыі, будуць іх выганяць з участкаў. І таму пытанне, мне здаецца, вось трэба сканцэнтравацца ўжо на пытаннях, што рабіць далей, калі назіральнікі апынаюцца па-за участкамі. Варыянт Ганны скардзіцца, да, рабіць скаргі і апублікоўваць, паказваць, як гэта было і тыя факты. Бо, ізноў жа, мая выснова з гэтай з вами, Ганна, размовы, яна ўжо клоніцца да заканчэння, да, як вы зразумелі па маім маналогу. Мая выснова, калі участковай камісіі няма чаго хаваць, яна не будзе паводзіць сябе так, як яна паводзіла сябе у дачыненні да Ганны. Калі участковай камісіі няма чаго хаваць, да калі ласка, назіральнік, праходзь, сядай, хочаш тут, хочаш там, хочаш яшчэ дзе-небудзь. Да? Калі мы назіраем такія паводзіны, што вам тут нельга сядзець, вам тут нельга глядзець, вам нельга фатаграфаваць пратакол, калі ласка, выйдзеце адсюль, выйдзеце адтуль, трымайцеся ад нас як мага падалей. Да? Відавочна, што людзі, якія так сябе паводзяць, нешта хаваюць. Хаця б гэтую здагадку, мне здаецца, гэтую выснову кожны для сябе можа зрабіць. Ну, а што яны хаваюць, канкрэтныя лічбы, мы даведваемся ў самы бліжэйшы час, калі 10 жніўня Лідія Ярмошына абвесціць вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Ганна, мужнасці вам, дзякуй, што вы да нас завіталі. Дзякуй, што ўсё ж такі на вашым твары усмешкай вы не губляеце аптымізма, бо, канешне, ад гэтай гісторыі можна і ў глыбокую дэпрэсію, мне здаецца, трапіць. Да? Вось. Ну, але тым не менш, аптымізм і нейкая ўнутраная бадзёрасць – гэта ўсё, на чым мы трымаемся і ўсё, што нам застаецца. Дзякуй вам. Да пабачэння. Запросілі. Ну, это так атрымалася. Вось. Насамрэч, вы маеце рацыю. Я выбачаюся перад тымі назіральнікамі, якіх мы не можам запрасіць у наш эфір. Студыя негумовая, да? Вось, ну, прабачце. Да? Мы будзем рады бачыць вашыя гісторыі ў нашым тэлеграме. Вы можете напісаць на Еўрарадыё_Мінск. Гэта наш тэлеграм для зваротнай сувязі. Сябры, калі вам спадабаўся гэты эфір, калі вы лічылі яго патрэбным, падпішыцеся, калі ласка, на нашы соцсеткі, падпішыцеся на наш YouTube-канал, гэта вельмі проста. Пакуль у Мінску будзе інтэрнэт, мы будзем рабіць такія жывыя эфіры з экспертамі, з назіральнікамі, з іншымі удзельнікамі выбарчага працэсу. Ну, а сёння мы сканчаем з гэтай эпічнай гісторыяй пра назіранне. Нашай госцей была Ганна Сусліна. Да пабачэння, шановныя сябры. Павел Свердлоў, працаваў з боку Еўрарадыё. Пачуемся.